В городе Москве по итогам 11-го конкурса неправительственного экологического фонда имени Вернадского из 149 проектов победителями стали 20. В это число вошло и Министерство охраны природы республики за проект «Республиканская экологическая акция «Природа и мы». Из столицы страны передает наш СОБКОР Наталья Сазонова. Церемонию награждения победителей, на которую прибыли те, кто работает в сфере экологии и охраны природы в столице и регионах России, проводили в торжественной предновогодней обстановке. Конкурс выбирает те проекты, которые действительно что-то, даже не что-то, а что-то глобальное делают для экологии. Значит, мы очень жесткие условия выдвигаем в конкурсе, и попадают лучшие из лучших. Министр Саха-Якутии в этом году он победил, выиграл. И большая честь и для страны, и для региона, когда вот такой проект выигрывает. Как отметил президент неправительственного экологического фонда имени Вернадского, ученый-эколог Владимир Грачев, цель данной организации – содействие обеспечению устойчивого развития России на основе гармонии с окружающей средой. В номинации «Экология города» победил проект «Республиканская экологическая акция «Природа и мы» под патронажем правительства Республики Саха-Якутия и международной неправительственной организации «Северный форум», Министерство охраны Республики Саха-Якутия, руководитель Афанасьев Сахамин Маланович. В Республике Саха-Якутия проводится целенаправленная государственная экологическая политика. Эта работа проводится в течение уже 20 лет. И эта работа, конечно, результат и плод работы руководства Республики Саха-Якутия. Важно отметить, что Республика Саха-Якутия стала номинантом впервые в Российской Федерации. И нам очень отрадно, что нас заметили, нашу работу, и вручили действительно национальную премию в области экологии. Добавим, что конкурс проводился при поддержке Государственной Думы, Совета Федерации и Министерства природы России. Наталья Сазонова, Евгений Петров, НВК «Саха», Москва.